вопрос далеко не в деньгах, вопрос далеко не в 30 миллионах евро, которые Российская Федерация ежегодно должна выплачивать Совету Европы. И, в принципе, эта сумма не очень-то и существенна для бюджета Совета Европы. Вот как вы думаете, в этих условиях, когда деньги не очень имеют большое значение, можно ли говорить о каких-то договоренностях между Европой и Российской Федерацией? Ну, смотрите, деньги имеют очень большое значение, но не эти деньги. То есть взносы, понятно, это несерьезная сумма, и вполне европейцы могли бы сами это все оплатить себе. А речь идет о крупных инфраструктурных проектах типа Северного потока-2, где речь идет о миллиардах евро. И вопрос, кто будет распоряжаться, кто будет оператором на всю Европу вот этих мощностей по поставкам углеводородов из России. И, конечно же, если этот Северный поток будет заходить в ту же Германию, Германия будет диктовать остальным странам Европы и вопрос ценообразования, и вопрос мягкой силы, и вопрос грубой силы, и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь возникает вот этот диссонанс между теми базовыми принципами, на которых существует современная Европа, да, это свобода, равенство, братство, права человека и так далее, и холодным, таким жестким меркантильным расчетом, что можно получить от России, и пониманием, что стратегия Путина пересидеть неудобных оппонентов, да, у них же демократия, они приходят и уходят, а Путин остается. Вот эта стратегия на текущий момент в глазах европейцев является выигрышной. Это печально.